теме коронавируса. С 1 декабря работодатели Коми начнут отстранять или перевозить на удаленку сотрудников, не сделавших прививку от ковида. Речь идет об 11 категориях профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Соответствующий закон во время прямой линии прокомментировал Владимир Уйба. По его словам, для того, чтобы побороть пандемию, необходимо сформировать стопроцентный коллективный иммунитет. В Коми же пойдут навстречу людям, выступающим против введения QR-кодов, и тем, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Какие меры планируют ввести, расскажет Наталья Юрина. Один из самых популярных вопросов в комментариях под трансляцией прямой линии Владимира Уйба. Тема, не уходящая в забвение последние 2 года, поделившая граждан на «за» и «против». Вакцинация и введение QR-кодов. Глава Коми Владимир Уйба в студии Юргана озвучивает 2 варианта, которые смогут побороть пандемию. Во время эпидемии для того, чтобы остановить, нужно прививать или, мы проходили это уже, локдаун. Но мы понимаем, что сегодня, если мы видим результаты локдауна, да, вот даже короткого, вот эту неделю мы с 30 по 7 не работали, это же разобщение. Понятно, что дома мы общались. Понятно, что мы даже с друзьями, может быть, на пикник ходили. Но это не то общение. Разобщение было. Так вот, мы сразу увидели на коечном фонде. Для сравнения, до антиковидных каникул занятых коек было 2200. Спустя неделю освободилось 400. Количество заболевших после введения особого режима во время ноябрьских праздников и системы QR-кода в общественных местах изо дня в день снижается. Здесь сыграли роль, ряд факторов играет. Во-первых, у нас увеличивается количество вакцинированных лиц. Увеличивается количество, увеличились темпы вакцинации лиц старше 60 лет. В ряде территорий уже охвачены более 90% лиц старше 60 лет. Те, которые в большей части и болеют тяжело, и дают данную статистику заболеваемости. Но кроме этого надо отметить о том, что у нас был определенный локдаун, который тоже сыграл роль. Ну и в то же время вводится дисциплина в отношении посещения мест массового пребывания людей. В Коми вакцинировались около 350 тысяч человек, около половины населения. По мнению Владимира Уйба, из-за новых агрессивных штаммов первоначально запланированного 60% коллективного иммунитета сегодня недостаточно. Даже при 80% существует риск заражения. Если мы выходим на уровень привитости полностью всего населения, то, соответственно, у нас этого люфта нет, потому что вирусу негде циркулировать. То есть нет нового человека, который бы заболел и опять заразил нового человека, не привитого, не переболевшего, и даже привитого, пусть в легкой форме. Как отметил Владимир Уйба, из-за курсирования вируса вакцинированные тоже могут болеть. Вот только болезнь протекает легче. Большинство заболевших, сделавших прививку, лечатся амбулаторно, и лишь малый процент врачи госпитализируют. Отдельно глава Коми остановился на медотводах. Медотводы – это вообще мизерный процент занимает реального медотвода. И я их уже неоднократно об этом говорил, что это тяжелое, прогрессирующее онкозаболевание. Это тяжелое, прогрессирующее заболевание, связанное с тяжелыми аллергическими реакциями. Тяжелыми, на многокомпонентные, не только на белок, на многокомпонентные. Вот их буквально, я повторяю, мне говорят, системные заболевания являются противопоказанием или нет? Я говорю, не являются. Рабочий процесс в период пандемии во время прямой линии обсудили тоже. С 1 декабря работодатели Коми начнут отстранять или переводить на удаленку сотрудников, не сделавших прививку от ковида. Речь идет об 11 категориях профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Ограничение затронет сферы образовательную, медицинскую, сервисы и услуг. Владимир Уйба эту инициативу поддерживает, однако напомнил, что это решение надзорного органа. Сотрудники, контактирующие с большим количеством людей, заболев, могут потенциально стать опасными для остальных. Нужно принимать решение. И мне говорят, у нас же добровольная вакцинация. Я говорю, безусловно. Но если вы сидите на дому, работаете, не вопрос. Но если вы в декретированном, мне пишет дочка мамы и говорит, как же так? Мама работает поваром в интернате для людей-инвалидов. Что же ей, работать нельзя? Она же повар, она же не общается с людьми. с инвалидами. Я говорю, точно не общается. Только она, если заболеет, она обсеменит все блюда.
Ряд компаний Коми уже пошли по пути формирования коллективного иммунитета и подумали о безопасности. Например, в «Газпром-Трансгаз Ухта» привито 95% работников. В Уктыле там два предприятия. «Газпром Добыча Краснодар» и «Газпром-Трансгаз Ухта». Два городообразующих предприятия. И у нас 95% вакцинированных. Я думаю, у коллег примерно то же самое. Вместе суммарно это где-то там, ну это не половина населения, это всего там, грубо говоря, 3000, да. Ну, даже эти 3000, они создают, вакцинированных людей, они создают сегодня, там, вот наших работников я имею в виду, да, суммарно, благоприятный фон в Уктыле. И там есть свободные койки. Правительство Коми, опираясь на мнение жителей республики, в настоящее время прорабатывает несколько послаблений. Владимир Уйба поделился инициативой, которую рассмотрит на ближайшем заседании оперштаба. Речь идет о выдаче справок людям, переболевшим ковидом бессимптомно. Сдать кровь на антитела можно будет за счет бюджета. Высокий титр антител приравняют к перенесенному заболеванию. Следовательно, допуск к работе будет получен. На самом деле на федеральном уровне эта тема пока не поддерживается. И она пока не имеет законного статуса. Но я просто, еще раз говорю, понимая все-таки этот вопрос, считаю, что если человек бессимптомно переболел, или переболел даже с какой-то симптоматикой, но не сходной с ковидом, как ОРВИ протекло, и он не знал, что это ковид, но мы говорим, сдайте антитела, на антитела. И если титр антител, ну то есть уровень антител будет от 300 до 500 международных единиц в системе БАУ, есть такая система, которая говорит о клеточном иммунитете. То есть это защита вас, соответственно, вы, даже если вы заболеете, да, то вы переболеваете легко. Но это защита так же, как у привитого или у переболевшего. На заседании оперштаба также обсудят альтернативу QR-кодам введения справок, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Однако этот вариант в случае принятия будет действовать пока только на территории Коми. Глава республики отметил, что в настоящее время РЖД и крупные авиаперевозчики прорабатывают систему введения штрих-кодов на транспорте, и это будет требование федеральным. Нормы безопасности в скором времени могут стать едиными для всех. Правительство внесло в Госдуму России законопроект об использовании штрих-кодов. Рассмотрят документ парламентарии в первом чтении 16 декабря. Наталья Юрьевна, телеканал Юрган.